Именем Аллаха милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим день суда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам и милость Аллаха, мои дорогие братья и сестры в исламе, мои дорогие и уважаемые подписчики, ну и, конечно же, мои зрители. Сегодня я бы хотел затронуть тему, какая жена является наилучшей. Я понимаю, что сейчас многие сестры будут писать в комментариях, что я постоянно пытаюсь говорить или как-то упрекнуть, задеть наших сестер. На самом деле цель данного видео — это то, что я бы хотел, чтобы семьи были дружными, чтобы семьи не распадались, чтобы там достойно воспитывались дети, чтобы муж и жена знали свои права, уважали друг друга и знали, какая им награда за это. По воле Всевышнего мы начинаем. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили: «Какая жена является наилучшей?» Он ответил: «Та, которая радует своего мужа, когда он смотрит на нее, повинуется ему, когда он что-нибудь велит ей, и не противоречит мужу, если ему что-то не нравится в ней самой или в том, как она расходует его имущество». Ну а в следующем хадисе пророка, да благословит его Аллах и да приветствуется, говорится: и прежде чем сказать, мне бы хотелось обратить внимание наших сестер на то, как же легко вам заработать рай, нежели нам, мужчинам, так как на нас больше ответственности за себя, за своих жен, за своих дочерей и сестер. Ну а вам стоит соблюсти эти 4 вещи, которые упоминаются в данном хадисе. И если вы будете следовать этим 4 вещам, то вам, иншаллах, обещан рай. Ну а я зачитаю хадис. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил: «Если женщина совершает 5 намазов, постится в месяц Рамадан, хранит свое целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: войди в рай через те врата, которые ты пожелаешь». А следующий хадис мне очень нравится, он мне по душе, и мне хотелось бы о нем тоже вам рассказать. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не сообщит ли мне вам о ваших женщинах, которые в раю? Это каждая любящая, рожающая и возвращающаяся к мужу, которая, если с ней муж поступил нехорошо, или же она разгневала его, то, взяв руку, скажет: я не усну до тех пор, пока ты не будешь доволен мной». И если каждая сестра, хотя бы та, муж у которой относится к ней с заботой, с уважением, будет проявлять терпение и искать довольство своего мужа, то, иншаллах, вы будете в раю. Пусть Аллах дарует нам таких жен и наставит их на путь истины. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.